Мастера печати завоевывают новые пространства. Сегодня финалисты интернет-курса получили долгожданную путевку. Это ребята, которые несколько месяцев успешно вели свой виртуальный дневник. А не последовать ли примеру, задумалась и Таиса Борщигова. Ее репортаж. В интернете. В рядах чеченских блогеров пополнение. Эти ребята 2 месяца обучались вести личные онлайн-дневники и вот получили заслуженные лицензии на дальнейшую виртуальную деятельность. Цель была в том, никому не навязывать, скажем, свое представительство в интернете, а показать людям, что есть вот такой механизм, с помощью которого можно самореализоваться. Кто-то узнал, что такие сети существуют. Кто-то для себя освоил чисто в практических целях навыки и работы в интернете. Живой журнал – это многофункциональный инструмент, и от самих молодых людей зависит, в каком ремесле они его используют. Организаторы целиком и полностью доверились ребятам, и они, в свою очередь, его оправдали. Или они рассказывали про себя, или рассказывали про события республики, или вообще в целом про республику. То есть для людей, которые живут за пределами, это было очень полезно. То есть они получали непосредственно из первых рук, из рук людей, которые живут в Чеченской республике, информацию о этой самой Чеченской республике, о том, что происходит в действительности. То есть это было очень полезно еще и не только для них самих проект, но и для других людей. Ада Бибулатов – постоянный подписчик Тимура Алиева и Лемы Гудаева. Именно их блоги вдохновили его на знакомство с живым журналом. До их мастерства, признается Адам, далеко, но его радует даже то небольшое количество читателей, что уже оставляют комментарии к его статьям. Бывает молодежь, те, которые зарегистрированы в друзья, и те, которые не в друзьях, они заходят на мой аккаунт и смотрят те, которые мы провели мероприятия, и оставляют комментарии. Многие задаются вопросом, так что же такое живой журнал? И пользователи отвечают, это просто копилка мыслей. Ведение блогов дает возможность человеку выразить собственное мнение, узнать окружающих, да и просто быть в курсе происходящего в мире. Это общение, которое в основном дает информацию, будь то мнение о фильме или о власти. Сегодня, чтобы прочитать блог или завести свой, не обязательно сидеть за компьютером или иметь какое-то специальное образование. Благодаря современным технологиям, вооружившись лишь телефоном с фотоаппаратом, любой желающий может стать виртуальным корреспондентом. Было бы желание и интернет. Таиса Борщигова, Абу Абдулаев, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская республика. Такой была пятница. Наиболее значимые события последних 7 дней. Завтра в «Вестях недели» с Аминой Газиевой, а мы в понедельник увидимся. Спасибо за внимание. Хороших выходных. Аликилш.